блядь. Батареи, думаете? О, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Привет! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как дел? Да все хорошо. Да все хорошо. А ты кем работаешь? Что там обвешанной аппаратурой прям по кругу? Барменом, ребята. Барменом, ребята. А? Я говорю, барменом работаю. Я говорю, барменом работаю. А, барменом работаю? Нихуя ты, блядь, здоровый такой. Я думал, ты, блядь, где-то качаешься, блядь, где-то качалка какая-то. Нет, нет. Это прям бар видно, такой. Тебе, что здоровый парень. Занимаешься? Да, так, чуть-чуть. Да, так, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть незаметно, но по тебе видно, что, серьезная рама. Че, ну, серьезно, кроме шуток. Ну, прям видно, накачанный пацан. Ребята, а вы откуда вообще? С каких мест? Казахстан, Петропавловск. А, Северный Казахстан, да, получается? Северный Казахстан, да, получается? Да, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск. Я из города Керчь. Я из города Керчь. В России. С Керчи? В России? Был я у вас в гостях. Ну, отлично, вообще отлично. Где был такой? Вообще, у вас природа вот такая, вообще охрененная, обалденная. Давно были-то у нас? В 2017 году. А, ну да, тогда до пандемии отлично. Да нет, все равно понравилось. По сравнению с нашей природой у вас там рай. Да, согласен. У нас-то что, степи вышел, как плюнул, как говорится, выйду в поле, сяду срать, далеко тебя видать. Ну, понятно. Что успели-то посмотреть? Классно, я ротом у вас. Что успели увидеть-то? В Карелию несколько раз ездил, тоже вообще обалдел, там тоже от той природы вообще кайфанул. Куда ездили? В Карелию. А, в Карелию, ну это север. Слушайте, ребят, что-то шум идет какой-то. Вот тоже шум идет, я думаю, это у тебя шум какой-то идет. Нет, это точно не идет. У нас вроде тихо, сидим в квартире, вообще шума посторонних нет. У меня вот очень часто такое бывает в середине разговора с казахстанцами. Да. Может расстояние, там связь бьется что-то. То есть вы этот шум тоже слышите, да? Вот сейчас он вниз пошел. Этот шум тоже шипит. Да, шипит, но тихо очень стало. О. Алло. Вот сейчас чисто. Да, вот сейчас почему-то. Ну, я не знаю почему. Может, КГБ за нами присматривает? Не знаю. Ну, не исключено. У нас же сейчас в стране там тоже весело. А у вас-то что не так? Ну, у нас-то что, у нас казахи сила, русские никто. Понятно. Говорят, учите русский язык. А мы куда, блин, с этими свидетельствами о рождении СССР, куда нам учить-то русский язык, если мы россияне? С хрена ли нам его учить? Ну. Да у нас часто такая многоязычная стычка, очень часто случается. В смысле, а как это все происходит? Ну как происходит? Ну, провоцируют. Допустим, заходят в магазин казахи, блядь, а за прилавком стоят русские девчонки, да? Они казахский язык не знают. Они начинают говорить на казахском. Допустим, эта девочка стоит молодая, блядь, ей 19-20 лет. Она говорит, ну я не понимаю, говорите по-русски. Хотя они знают русский язык. И они уже на русском говорят, какого ты хуя не учишь казахский государственный язык? И понеслась вот с этого все. Понятно. Короче, рознь делают межнациональную. Понятно. Ну а много кто говорят с юга, говорит, если русские в Казахстане подумаются, будет жопа. Потому что у нас население практически 50/50. Русские с казахами. Ну да. Печально. Ну, говорит, почему у нас, вот как это спрашивал, да, президент, почему, говорит, у нас, блядь, 20% населения, блядь, уехали в Россию жить?
русский. Ну, блядь, неужели ты такой дебил, блядь, если ты не понимаешь, почему русские уезжают с Казахстана, блядь? Если тебе в интернете публикуют вот такую вот всю херню, блядь. Ну да, это лицемерие их необычное. Хотя у нас вот получается два государственных языка. Казахский и русский. Русский это считается Русский не национальным государственный. языком. Казахстан. Нет, именно что русский это обязательно, именно обязательный, это русско-казахский язык. Это обязательный в Казахстане. Это Брат, ты не ошибаешься. волнует никого никак. Брат, он, Я не ошибаюсь. это язык, на котором работают госорганы, действительно. Это есть такое. Есть такая норма. Госорганы работают, но у нас пол госорганов работает русских. Понятно. Ну, Понимаешь, у нас население 50 на 50 в Казахстане. Мы тоже вот иногда вот там, раз кто-то, раз даже вот в рулетке выйдут, там, раз начинают там, ты откуда, с Казахстана? А почему ты на казахском не разговариваешь? Я говорю, потому что я не знаю этого языка. Да ладно, я говорю, ну вот прикинь такой прикол, говорю, да ладно, вот тебе и да ладно. Да ты врешь, где ты не с Казахстана? Я говорю, да с Казахстана, с Петропавловска, где удостоверение показать, паспорт показать, там, я не знаю. Слушай, у меня сейчас запись идет. Твои слова можно на YouTube выложить? Не понял еще раз. Я говорю, у меня сейчас запись идет. Так. Твои слова на YouTube можно выложить? В YouTube можно выразить. Лицо закрыть тебе? Только если... Закрой, да. Понял. Можно выразить и еще, знаешь, ну, конечно, я вообще не возражаю, чтобы это выразить в YouTube. Потому что у нас межнациональная рознь очень сильно сейчас идет. Прям, ну, давят русских людей. А больше у кого у нас, знаешь, и поляки, допустим, есть, да, которым Польша сделала визу, и которые вот, кто именно поляки, у кого родственники даже поляки есть, они прям выезжают толпами. Прям эмигрируют, как говорится, знаешь. Их запускают. А мы вот, допустим, русские сидим в Казахстане, да, и ждем, смотрим погоду. Хотя вот мы живем, да, в Петропавловске, Северный Казахстан. Хотя этот Северный Казахстан когда-то был Россией. Он был Россией. И мы ждем, когда может, ведь Володя Путин как-нибудь соберется, блядь, и заберет нас. Ну как Крым, понятно. Оно так и есть, а знаешь, а так как у нас сейчас рознь идет, вот приходят в магазин и начинают давить, вот кто продавцами работает, вот прям давят людей, ты почему не учишь казахский язык? Ну если я в школе отучился 11 классов, да, я получил образование в Казахстане. И вот с меня так не требовали, как сейчас в данный момент давят вот вообще всех нас. Серьезно, закрой лицо, выкладывай. Вообще, Понял. Ну так и сделаю, брат, не волнуйся. Ладно, что еще хочешь напоследок сказать? Да что напоследок сказать? Ну приятно было с тобой познакомиться, пообщаться. У меня канал называется «Ищи найдешь». Ищи найдешь? Ну вот, наверное, вот первый раз я вот в этом чате увидел первый раз здравого, адекватного человека, вот с которым можно просто реально действительно пообщаться, который выслушает, поймет и может что-то подскажет. Братан, на всякий случай тебе на будущее. Здесь очень много сидит украинцев, которые косят под россиян, записывают и потом выкладывают, но уже с открытыми лицами, чтобы все видели. То есть, если ты тут нарвешься на такого, тебя могут вычислить очень быстро. И огребешь кучу проблем. Потому что нацисты в Казахстане, они сам понимаешь, они не древние. У нас больше пол Казахстана расистов. Это я даже вообще не парюсь. Это заметно, это видно. Это, знаешь, там предателей больше кучи. Ну, братан, просто осторожнее будь. Помощник Акима выкладывает в интернет. Я получаю, у него интервью берут,
я получаю 900 тысяч тенге. Когда средняя зарплата в Казахстане, блядь, 60 тысяч тенге. А это помощник, как ему получает 900 тысяч тенге. Это, прикинь, выкладывает на людей и все показывает людям. Что показывает, что вы никто. Вы твари, блядь, вы конченые, а мы вот, блядь, власть. Вот тебе, пожалуйста. Понятно. И как кто будет с этим жить? И какой человек нормальный будет сидеть в Казахстане, блядь, ждать тоже. А все, я тебя нашел в Ютубе. Нашли уже. Ну ладно, ребят. Я не прямо скоро, так сказать. Я сейчас... Я тебя одно попрошу, лицо закрой, пожалуйста. Обязательно. Не, братан, не волнуйся. Я говорю, не парься. Потому что будет очень много проблем. Да, братан, я тебе еще раз говорю, не парься, лицо будет закрыто. Поэтому не волнуйся. Как тебе удобно, смонтируй там. Да, конечно, конечно. Маты запикай, я, конечно, матерился там, ничего не Да писал. ладно. У меня там много с матами, как говорится. Ну, я сейчас посмотрю, я вот нашел в Ютубе. Ладно, брат, мира тебе, как говорится, здоровья, береги себя. Давай мы держимся, скоро к вам домой приедем. Ой, осторожней, как говорится. Лучше с этим. Ты сильно не светись, как говорится. Ну да. Только нет, меня тоже не свети, пожалуйста. Ты лучше запоминай тех, кто, как говорится, громче всех обижает наших. Я помню. Я помню. Мгм. Братан, а за лицо не беспокойся, лицо будет закрыто. Давай, мира тебе, как говорится, удачи. Если будет закрыто, Да. вот тебе Я вот говорю, так лицо вот не парься абсолютно. Посмотри мои видеоролики, я там, если мне говорят закрыть лицо, я всегда закрываю лицо. Давай, удачи тебе. Спасибо тебе. Заранее благодарен. Давай, удачи тебе тоже.